Во все времена книга всегда была и остается не только источником знаний, но и лучшим другом. А вот для Олега Колокатова она еще и личный гид. Переехав в наш регион 7 лет назад по работе, у него возникло любопытство узнать чуть больше о нашем крае. Удовлетворить его помогли книги. Признается, купить понравившееся произведение здесь задача непростая. Все эти экземпляры уже давно заняли свое место в личной библиотеке страстного книголюба, кроме этой. Прежде чем взять, я ее так листанул, так пробежался, Ну и там некоторые вещи мне понравились, созвучны даже со славянскими такими моментами, как, например, в языковой такой теме, например, учение о двух «я» и «аз», «аз» и «со», то есть «аз» – это то же самое, и в древнеславянском алфавите тоже «я» означает, а «со» – это, значит, совместное, свет и так далее. То есть очень много созвучных моментов, Мне это сильно порадовало, я решил до конца прочитать. Круг книг, связанных с ингушской тематикой, на ярмарке оказался довольно широк. Здесь и научные труды об истории и обычаях нашего народа, ингушском фольклоре и о личностях, сыгравших видную роль в истории Ингушетии. Не прошло и получаса, как стол, занятый Биланом Чехкиевым, успел опустеть. Диссертацию его дяди, которую он издал в несколько десятков экземпляров, раскупили тут же. Труд того, кто стоял у истоков зарождения телевидения в нашем регионе, Башира Чехкиева, стал интересен многим. Башир очень много писал про наших революционеров, про наших видных ученых, людей наших, участников Великой Отечественной войны, участников Первой мировой войны. Эти книги не издавались как книга. В основном были статьи в разных газетах, были в разных книгах, отдельные очерки были у него. И молодежь тоже, когда объясняешь им вот так, и они покупают книгу с удовольствием, интересуются. На импровизированных прилавках книги известных ингушских писателей, обогативших литературную сокровищницу нашего народа. Рядом с ними соседствуют произведения тех, кто только пробует себя в этой стезе. К примеру, сборник стихов на ингушском языке «Безы Магари» молодого поэта Исрапила Татриева также вызывает интерес у покупателей. Я хотел, чтобы люди познакомились с моим творчеством, пообщаться с ними, а также пообщаться с другими авторами, что-нибудь у них перенять. Купить новые знания и впечатления, которые хранит в себе увлекательный мир книг, оказалось не так уж и дорого. Цены здесь начинаются от 200 рублей и доходят до 1000. Впрочем, первая подобного рода книжная ярмарка в регионе у покупателей вызвала только самые теплые чувства. И, как надеются все участники культурного мероприятия, такие ярмарки будут проводиться в республике как можно чаще. Дана Плиева, Магомед Белакиев, Новости 24.